Сегодня у нас необычная передача. Снимая в прошлом году в Алекминской приемную семью Галины Титовны и Владимира Петровича Пичугиных, мы узнали, что их родная дочь Ольга, так же, как и родители, стала 3 года назад приемной мамой. И в этом выпуске мы покажем сюжет об этих двух приемных семьях. Это моя супруга Оля, наш старший сын Алексей, потом Саша и Средний сын. Средний Саша и маленькая Вика. Я не самая маленькая. Потом Галина Титовна — это мама Оли и их сыночек Игорек. Ольга, вот у вас получается единственный сын, да, Алеша? Вот расскажите, а как в вашей жизни появились приемные дети? Ну, мы никогда об этом вообще раньше не думали. Мы всегда хотели, когда поженились, мы говорили о том, сколько бы мы детей хотели. Мы всегда хотели большую семью. Почему-то я говорю 5, и Дима тоже говорил 5 детей. По состоянию здоровья просто, больше у нас не получается иметь детей. Вот. И начали задумываться о путях, как можно заполучить детей. Да, вот. И мы как-то потихоньку, маленькими шажочками шли в эту сторону, потому что уже есть пример как бы от мамы, то, что у нее такой уже опыт тоже 3 детей взять под опеку. Вот. И мы стали проходить школу приемных родителей, подали все документы, все, что нужно, и потом уже этих детей нам просто, Бог послал. Вот, нам, предложили вот их. Мы как бы не рассматривали, конечно, сразу же двоих. Мы вообще думали там одного маленького какого-нибудь. Вот, и, так получилось, что предложили нам брата и сестру. И мы как-то так сначала, ничего себе, как-то так сразу двоих, наверное, будет сложно. Но мы решили, что мы будем идти в этом направлении. Если никаких препятствий не будет, то то это уже наши дети. И мы безоговорочно будем их брать. И если нам Бог дает, значит, мы справимся. Галина Титовна, вот у вас хочу спросить. Вот когда вам Ольга сказала, что хочет взять детей, как вы отреагировали, что вы посоветовали? К этому решению они пришли, конечно, когда уже много они спрашивали вот эту тему, потому что это как вариант был, что откуда дети-то еще возьмутся. Нужно брать, значит, и вот они, поскольку мы брали, они спрашивали постоянно, как это, где, как это происходит, по оформлению документов, какую-то помощь оказывали тоже. И мы их поддерживали в этом, потому что это, дело-то благое, поэтому судьба ребенка решается. Мы знаем, что они, конечно же, они будут и заботиться, и воспитывать, и они вполне в силах. У них еще, как говорится, любовь не растраченная на детей, у них только Лешечка один, поэтому хватит у них всего, как говорится, и силы, пока молодые. И мы их поддерживали, и мы очень были рады, конечно. Ольга, вот вы сказали, что вы проходили школу приемных родителей, да? Вот расскажите, что вам эта школа дала? Почему вы научились там? Это вообще мы попали в сложный период, когда начался коронавирус. Пандемия. Пандемия была, все позакрывались, особо не контактировали, да. Мы почему-то в это время решили заниматься, то есть поставили нам, записали на школу, сказали, приходить. Каждую субботу, каждые выходные. Да, и нам школа дала того, что мы много вопросов, много аспектов затрагивали, такие как, например, мы хотели вообще брать новорожденного ребенка, были на это сосредоточены на этом, да. Но потом, когда мы прошли вот эту школу, мы поняли, что, скорее всего, нам надо что-то другое, да, по нашим, как правильно сказать, желаниям. Вот. И много затрагивали психологическую сторону тоже, как правильно вести себя с детьми в первое время.
и адаптация какая должна быть у детей, к чему мы должны быть готовы, и все чувства, какие мы будем испытывать, что это нормально, что у нас какие-то могут быть негативные чувства первое время, об этом говорили, вот, и мы прошли это, да, это было сложно. Вообще, школа приема родителей, наверное, у нас началась от Галины Титовны, потому что то, что мы какие вопросы затрагивались, порой мы уже их уже обсуждали, обговаривали именно вот с Галиной Титовной. Поэтому как бы было нам проще уже. Яркий пример родителей Ольги помогает им с Дмитрием в воспитании приемных детей. За 3 года 7-летний Саша прекрасно адаптировался в их семье. Саша, можно я тебя спрошу? Когда ты первый раз увидел маму с папой, вот какие они были? Да, вот как вы встретились, расскажи. Ты помнишь? Не очень. Не очень помнишь? А что помнишь? Некоторые детали, как мы пришли, папа к нам побежал, начали обниматься все. Потом поехали домой, я так удивленно захожу, так все рассматриваю, начал. Потом я спрашиваю, а где мы спать будем? Они нам показали двухэтажную кровать. Там было так удобно вообще. Вот расскажи про Алешу, чему тебя учит Алеша. Мы с ним играем в футбол, в хоккей. Он учит меня вратарем быть. Я встаю на ворота, и он меня пробивает. Я пытаюсь ловить. Еще, когда я пойду на футбол, я хочу быть вратарем. Родной сын, 9-летний Алеша, очень любит и опекает Сашу и Вику. Он с удовольствием показал нам свои успехи в хоккее в команде «Полярные волки». Я получил кубок лучшим защитником, а сейчас я нападающий. Вот у меня грамота лучший игрок матча, где я играл. И это у нас на турнире, где я был, у меня тоже грамота. Мы поговорили с 5-летней Викой. Ее открытость, искренность и доброжелательность покоряют каждого. Я в садике там делаю, всем помогаю. Я очень добрая в садике, очень люблю всех и обнимаю всех очень много. Вика, вот Да. ты сказала, что ты в садике помогаешь всем, да? Да. А дома маме ты что помогаешь делать? Маме дома я помогаю уборке, помогаю там посуду убирать. Общение с Галиной Титовной и ее приемным сыном, 16-летним Игорем, мы продолжили в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Здесь Игорь проходит реабилитацию, арт-терапию, физиопроцедуры, массаж, занятия с логопедом-дефектологом, трудотерапию. И такая ежегодная реабилитация дает положительные результаты. Конечно, кажется вот так вот сначала, что ничего особенного, что там порисовали немножко, что там ему немножко подделали массаж, что там он немножечко где-то там побегал в спортзале ЛФК, да? А когда это все вместе и постоянно, это дает какой-то ему, я вижу просто, что какая-то у него уверенность появляется. Он становится более свободным, он может общаться даже вот с подростками. То есть он там знакомится, подростковая группа, и они уже вместе общаются, вместе бегают там, вместе как-то играют, и общение происходит, как бы социализация, и то, что вот он больше становится, как сказать, вникает в жизнь, вот, то у него как-то так, отдаленно вроде бы я один, а вот жизнь другая, да, а тут он входит в эту жизнь. Реабилитацию Игорь проходит каждый год, приезжая по квоте Управления социальной защиты из Алекминска в Якутск вместе с приемной мамой. В центре созданы все необходимые условия
Здесь работают с детьми от 3 до 18 лет. Специалисты центра проводят комплексную реабилитацию и абилитацию. Учителя в школе, где учится Игорь, также отмечают положительные результаты реабилитации, отмечают, что мальчик становится более общительным и открытым. За все время выхода нашей передачи в эфир героями передачи стали 150 приемных семей. И впервые у нас пример такой преемственности семейных ценностей, когда, по примеру своей мамы, дочь берет на воспитание детей из детского дома. Это так отрадно, и мы надеемся, что таких примеров станет больше. Познакомьтесь, Айхал. Меня зовут Айхал, я ученик 8 класса, мне 13 лет, и я занимаюсь спортом в свободное время на зале. Мы спортивкой стреляем, в футбол играем, баскетбол, волейбол играем. И самый любимый предмет, это мой физкультура и технология. А у тебя есть мечта, Айхал? Мечта, да. А какая мечта? Я хотел бы полететь в космос. Эта необычная мечта Айхала может исполниться. Он занимается робототехникой и собирает модель робота-лунохода. Айхал, вот это ты сам все собрал, да? Не, с друзьями. Друзьями. Да. А что должно получиться в итоге? Робот. Вот такой вот. Вот здесь батарейки пока что нету. Но он вот так делает и уезжает. Как и многие мальчишки, Айхал любит футбол. А еще он учится играть на гитаре. Айхал мечтает обрести семью.